В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Минздрав разрешил амбулаторное применение фавипиравира для пациентов с коронавирусом. Глава региона осмотрел строящиеся социальные объекты столицы. Все ли возведут в срок? 1000 литров в сутки. Молокоперерабатывающий цех откроется в селе Бедиме. Вакцину от коронавируса начнут поставлять в Якутию на этой неделе. Об этом сегодня заявила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Оперативный штаб республики отработает маршрутизацию вакцины. Первыми будут прививать сотрудников учреждений здравоохранения и социальной сферы. Напомним, Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину «Спутник Ви» для профилактики COVID-19, которую разработал Национальный исследовательский центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 67 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в регионе. Это данные оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. В Якутске 32 заболевших, в Мирнинском районе 9, в Среднеколымском 6, в Амгинском 5, в Хангаласском и Нюрбинском районах по 4 заболевших. В Ленском, Нерюнгринском и Усть-Алданском по 2. Один случай в Алекминском районе. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. Между тем, ограничительные меры в Якутии продлены до 1 октября. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Айсен Николаев. С сегодняшнего дня возобновляют работу театры, концертные организации, кинотеатры и бассейны. Граждане старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны находиться на самоизоляции. Основные больные, которых сегодня непосредственно фиксирует и лечит Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия, его подведомственные учреждения, это те больные, которые непосредственно старше 65 лет и имеют осложнения. В связи с этим занятие ими коек, оно даже после того, как вылечен коронавирус, оно в любом случае имеет более длительный период по времени. В результате этого оборачиваемость койки, как бы это ни звучало таким вот достаточно грубым словом, она достаточно у нас затруднена. Минздрав России разрешил применение 2 препаратов фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Ранее эти препараты можно было применять только в стационаре. В пресс-службе компании-производителя «Эрфарм» сообщили, что один из 2 первых препаратов для амбулаторного лечения COVID-19 стал коронавир. Он допущен к продаже в аптеках страны. В домах-интернатах Алданского района для престарелых и инвалидов продолжается режим самоизоляции. Именно эта категория граждан сейчас в группе риска. В районе работают 4 дома-интерната, в которых проживают более 800 человек. Посещать эти объекты посторонним строго запрещено. Новых пациентов пока не принимают. В обычном режиме проводятся лечебно-укрепляющие процедуры. Всем необходимым проживающие обеспечены. Как отметил начальник управления социальной защиты по Алданскому району Вадим Мазурок, обстановка в интернатах стабильная. Обстановка в интернатах стабильная. Они находятся все в настоящее время на изоляции. Также с ними на изоляции находится персонал, по 28 дней отрабатывают. Так как обстановка действительно эпидемиологическая пока непростая, так как в районе и в республике в целом, вопроса, конечно, пока снятия данного режима нет. То есть изоляция, она сохраняется, я думаю, она будет в ближайшее время сохранена. Все будет зависеть действительно от того, как будет дальше развиваться ситуация по коронавирусной инфекции. Повышение качества жизни населения – главная задача всех представителей власти. Об этом сегодня заявил глава региона в рамках объезда социальных объектов столицы. Рабочая комиссия посетила 3 школы, 1 детский сад. Также глава региона ознакомился с проектом застройки старого города. Детский сад в новом микрорайоне «Прометей» был построен в рамках государственного частного партнерства и уже готов принять детей. В этом же микрорайоне глава Якутии ознакомился с ходом строительства новой школы на 990 мест. Сегодня
завершаются работы по возведению цокольного покрытия. Особое внимание сын Николаев уделил строительным работам, которые сегодня идут на территории 31-й школы города Якутска. Напомним, здесь возводят пристрой для дополнительных классов. В новом объекте также будет современный спортивный зал, тир, библиотека, кабинет технологий. По итогам объезда глава региона отметил, что все работы идут по графику, серьезных замечаний нет. По линии федерального и республиканского бюджета строится сейчас еще два образовательных у нас здания. Это вот в 203-м микрорайоне по федеральной программе «Стимул» и пристрой, отдельное здание для 31-й школы, тоже очень переполненная школа города Якутска по линии республиканского бюджета. Оба объекта строятся в норме. Мы считаем, что до конца декабря этого года объекты должны быть уже сданы и, конечно же, тоже позволят снизить нагрузку на переполненные школы и Октябрьского округа, и Губинского округа, где здесь третий микрорайон. Первая лаборатория дорожной безопасности для детей появилась в Якутии. Комплекс представляет собой микроавтобус, оснащенный элементами улично-дорожной сети и информационными материалами для моделирования дорожных ситуаций и обучения. Благодаря лаборатории безопасности возможности обучения детей правильному и безопасному поведению на дорогах будут расширены. Стоит отметить, что в республике количество ДТП с участием детей снижается. Оборудованный необходимой техникой оранжевый автомобиль отправится по районам республики. В школах и детских центрах пройдут занятия по правилам дорожного движения. То есть если нас учили, как себя вести как пешеходы или пассажиры, то сейчас у нас дети все или на велосипедах катаются, на самокатах. И вот именно с этой точки зрения, как правильно, современно себя вести, вот это наша задача. И в дальнейшем мы, конечно же, ориентируемся на то, что данный проект нам поможет также формировать уже и у подростков правила поведения как будущих автомобилистов. В Нерюнгри завершили реконструкцию отделения почтовой связи. Ремонт длился несколько месяцев. Крыльцо здания теперь оборудовано пандусом. Внутри просторный зал с креслами. В зале работают 4 окна, отдел почта-банк и пункт выдачи посылок. Мы рады, что наконец-то нашу почту привели в хороший, прекрасный вид. Хорошо. Немножечко еще разрядят обстановку, там тесновато. Вот даже заходишь, после того, сколько вот я здесь прожила в городе Нерюнгри, после старого вот этого, мне вообще комфортно. Молокоперерабатывающий цех откроется в селе Бедиме Мегино-Кангаласского района. Сейчас завершаются монтажные работы специального оборудования. Подробности у Артура Старостина. Сельскохозяйственный потребительский кооператив села Бедиме в скором времени запустит собственное производство сливочного масла. Для его работы устанавливает специальное оборудование для переработки молока. Можно выбрать, то есть нагревать одной антенной, либо двумя антеннами по мощности. Это современное оборудование полностью на автомате и перерабатывает 1000 литров в сутки. Выход сырья – стерилизованное молоко, масло и творог. У нас есть такие комплектации, которые есть тач-панели, то есть с сенсорными панелями, сыроварни, где можно ввести программу, то есть сыр. Мы забиваем программу, и то есть сыровар вообще не подходит, только внести, ему будет сигнал, просто внести закваски. То есть делать ничего не надо. Здесь у Ивана Дмитриевича самая простая комплектация. То есть он намного облегчит задачу операторам молочного цеха. Руководитель кооператива населенного пункта Иван Дмитриевич приобрел оборудование по программе «Агростартап». В прошлом году он получил грант и связался с поставщиками города Барнаул Алтайского края «Молэксперт». А ранее он приобрел сепаратор и емкость для охлаждения молока. Молочный будет поставлять в первую очередь с датчиков села Бедиме. Население будет давать. Потом изучив рынок, потом перейдем, наверное, перейдем к другим селам. Поэтому на следующий год будет меняться система заготовки молока, и поэтому мы тут готовы к этому делу. В каждой бочке подводимся, делаем байпас, и у нас будет постоянно, чтобы вода не замерзла, она у нас будет постоянно циркулировать. Сейчас маслоцех находится на стадии завершения монтажных работ. После всего этого технолог из компании «Молэксперт» обучит работников кооператива тонкостям пользования современным аппаратом. Напомним, сельхозкооператив села Бедиме будет производить молочную продукцию круглый год. Артур Старостин, Мегино-Кангаласский район.
А в Удачнинский ГОК поступил новый токарно-фрезеровочный станок российского производства. Одно из главных отличий от предыдущего оборудования – он может не только изготавливать детали, но и обтачивать. Сложно ли работать на новом оборудовании, узнавала Ирина Балкова. Мощнее своего предыдущего собрата почти в 3 раза. Так в Удачнинском комбинате говорят про новый токарно-фрезеровочный станок. Новинка позволяет не только изготавливать детали, но и фрезеровать их. Проще говоря, сразу обрабатывает. Поэтому производство будет занимать меньше времени. Сейчас в Центре сервисного обслуживания горно-транспортного комплекса токарей обучают работе на новом оборудовании. Для Юлии Перловой обращаться с таким станком, говорит, одно удовольствие. Правда, пока не хватает практики. У нас есть такая интересная возможность промоделировать нашу деталь до того, как запустить станок в работу и посмотреть, получится ли у нас то, что мы планировали сделать. А вот Евгений Пархомук считает, тут главное привыкнуть, уметь читать чертежи и быть максимально внимательным, чтобы не испортить деталь, иначе остановка и все сначала. Если учиться заново, то на этот гораздо проще станок учиться, чем на старый. Но со временем, когда уже старая привычка забудется, это будет гораздо проще. Новый станок позволит изготавливать детали разной сложности с точностью до тысячных долей миллиметра. Оператору нужно лишь задать нужный алгоритм. Все остальное техника выполнит сама. Рабочему останется лишь наблюдать за процессом на мониторе. Новое оборудование позволит не только сократить время на изготовление деталей, но и увеличить объемы. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Картина якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» вошла в число фаворитов конкурсной программы 31-го российского фестиваля «Кинотавр». Новое послание якутского кинематографа эксперты единогласно оценивают как непредсказуемую и живую киномелодию без лишних деталей и случайностей. По итогам 7 конкурсных дней якутский фильм претендует на победу сразу в 3 номинациях. Лучшая кинокартина, лучшая женская роль, а также на премию кинокритиков. Главную героиню, знахарку Пугало, сыграла этнопевица Валентина Романова Часкырай. Киногруппа Дмитрия Давыдова в эти дни находилась в эпицентре самых ярких кинопремьер в Сочи. Напомним, жюри огласит имена победителей «Кинотавра» уже сегодня на церемонии закрытия кинофестиваля. Я могу поделиться фильмом, который произвел у меня сильнейшее впечатление. Это якутский фильм режиссера Давыдова «Пугало». Я считаю, что это совершенное кино, которому не прибавить, не убавить ничего нельзя. То есть совершенное. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.